Доступность тарифов за ЖКУ и качество оказываемых услуг обсудили в Общественной палате республики. В рамках часа с министром, который проводит по поручению главы Коми, на вопросы общественников ответила ИО председателя Комитета республики по тарифам Анна Тюрнина. Она рассказала о сохранении льготных тарифов на тепловую энергию для жителей отдаленных сельских территорий. Кроме того, в регионе продолжат действовать льготные тарифы на технологическое присоединение к газоснабжению, тепло- и электроснабжению. А во втором полугодии 2021 года жителям Коми стоит ждать традиционного повышения тарифов на коммунальные услуги. Граждане в квитанциях, в своих платежках эти росты не обнаружили. Почему? Дело в том, что у нас, именно в части тарифов, дело в том, что у нас все тарифы, особенно для населения, они у нас ограничиваются. У нас есть предельные ограничители, в том числе есть такой ограничитель, как плата граждан, но чуть позже о ней поговорим. Поэтому мы тщательно анализируем, мониторим эту ситуацию, и рост платы граждан по нашему региону не превысил доведенных до нас Федерацией величин. Обеспечение доступности коммунальных услуг не должно влиять на их качество, а потому в планах на 2021 также оптимизация работы топливно-энергетического хозяйства, модернизация и реконструкция коммунальных систем. Особое внимание в ходе встречи было уделено и вопросу обращения с ТКО. В течение этого года планируется завершить проведение работ по замерам образования твердых коммунальных отходов для того, чтобы актуализировать нормативы и ввести их дополнительную дифференциацию.